Доброй раніцы, сёння нядзеля 29 лістапада. Чарговы нядзельны марш, правда, зноў незразумела, дзе месца збору. Нібы было абвешчана, што гэта нейкія двары, дзе пражываюць людзі. Але сёння ўжо улады правялі такую прафілактыку, падвезлі з раніцы картежы з аўтазакаў. Я ўжо з'ездзіў сёння з раніцы в Серабранку, заўважыў на скрыжаванні праспекта Ракашовскага і Пляханова 4 ці 5 аўтазакаў і мікрааўтобус з ціхарамі. Вярнуўся да ўнівермагу Беларусі, тут уже вот гляжу, збіраюцца людзі, уже, напэўна, сабралась некалькі соцен, они вакол універмага стаяць унутры, пакуль ніякай сімволікі не бачна, але заўважна, што гэта пратэст. І уже аб'явы робяцца побач метро, што метро сёння зноў не працуе, это некая дурылка зноў панядзельная, таму што ты заходзіш в метро, ты не ведаеш, куды цябе давязе, кудысьці на канечную станцыю праз увесь горад, то есть цэнтр весь вырублены. І таму мы зараз вось тут стаім і ўжо бачна, што людзі прыйшлі, і зараз мы паспрабуем з кімсьці паразмаўляць і хай распавядуць, адкуль яны прыйшлі і чаму. Скажите, а вы, здаецца, з Серабранкі таксама я вас бачу. Дзе вы жывеце, да? Вы... Я з Серабранкі, на скрыжаванні Ракашовскага і Пляханова некалькі аўтазакаў, штук 5-6, міліцэйскія бусікі. Наколькі я чула, шмат народу збіраецца каля ГІПа. Вот. Тут каля Беларусі таксама сабралася досыць шмат народу. Ну, паглядзім. Прынамсі, у мяне настрой такі, што нельга просто даць гэтаму былому прэзідэнту абсолютна нелегітымнаму цяпер такое адчуванне радасці, нібыта ён нас здушыў. Уласна кажучы, я выхожу найперш дзеля таго, каб было відаць, што мы не згодныя прыняць той расклад, які ён што нам прапануе, які ён хоча нам навязаць. Гэта непрымальна, гэтага не павінна быць. Мы зрабілі свой выбар, і мы павінны дайсці да перамогі. Скажите, еще можно сказать, что минулый тыдзень прошел таким под знаком ковида. В Беларуси врешті признали, что он есть. Вот уже большинство присутных на акции в масках. Лукашенко нібы наведал червоную зону в 6-м шпитале, який зусім недалёка отсюда, литерально несколько километров. Ці верите, что он там был, что это было некое, ці это был театр чего-то? Я не ведаю. Магчыма, ён там быў, але ясна, ну, прынамсі, я мяркую, што вакол яго была падабраная масоўка. Якія там былі суадносіны рэальных дактароў і ягонага кардыбалета, гэта пытанне. У прынцыпе, усе гэтыя ягоныя п'есы пастановачныя, ну, выклікалі б смех, калі б мы маглі проста на іх глядзець як на цырк. Дякую. Дівчата, скажіть, Белсат прямий ефір, чому ви сьогодні тут, здається, знов нове яке місце збору для акції, так? Ну так, яно не вельмі выпадковае для нас, але мы вывучаем наш родны горад, знаёмімся з ім, таму цікаўцеся Мінскам. Такім чынам, да? Так, нядзеля гэта вельмі добрая магчымасць пазнаёміцца з горадам, пазнаёміцца з людзьмі. Вось. Таму выкарыстоўвайцеся. Жыве Беларусь!
Не боитесь, что бравые хлопцы подскочат на мини-трусах? Заўсёды баімся. Але мы готовы, мы ведаем, на што ідзем, калі сюда ідзем. Таму мы готовы быть здесь, мы рады быть здесь. Так. Заводский район это ваш район, так? Отсюда? Не, наш Ленинский. Виленський. Сьогодні ви вивчаєте Заводський район. Яку країну ви хочете бачити? Вольную, як все, вольную, шчаслівую. Я бачу гэтых людзей, я бачу, што яны ўжо вольныя і шчаслівыя. Я просто хочу, каб ім было добра, комфортна, магчыма тут жыць свабодна, без страху, без сораму. Так. Дякую велике. Доброго дня. До свидания. Дякую вам. Скажите, канал Белсат, вы пришли на акцию. Добрый день, да. А чему? Это свободная Беларусь. Вы здесь живете? Против в этом усатого районе? узурпатора. Да, мы в Беларуси. Яку країну хочете бачити? Свободный, открытый. Каждый человек должен выражать свои мысли открыто. Мы только за это. Хорошо делаем. Висвітляється тут не тільки Заводський район, сьогодні до нас прийшов, і люди просто поки стоять, збираються, бачать, що ми всі разом тут. Скажіть, прямий ефір Белсату, може, пару слов, откуда ви? Прийшли? Може, ніхто інший? Давай. Мы из Минска. Мы пришли на протесты, выразить свое мнение. В первую очередь отставка Лукашенко, чтобы отпустили всех задержанных политических. И, конечно, мы против насилия и репрессий, которые начались после выборов 8 августа. Не знаю, что еще сказать. А вы с какого района? Серебрянки. Вот я сегодня проезжал, вы видели, автозаки стоят на Кашевского? Видели. Да? Уже Как не вы к этому боимся. относитесь? Уже не боимся. Уже все готовы. В сумочке набор запасных вещей для отсидки на Окрестина. Поэтому боятся, скорее всего, те, кто дома сидит. И когда смотришь телевизор, гораздо страшнее, чем когда ты среди людей, и ты видишь, сколько нас. И мне кажется, что страх проходит. Кроме носочков, что еще приготовил? Зубную щеточку, таблеточки, туалетную бумагу, запасную смену белья, расчесочку. Все как положено. Если дадут воспользоваться, конечно. Ну, холод не пугает, вот снег. Бежать не пошел. собираюсь. Да, да. Уже я не в том возрасте, чтобы бегать по дворам. Как-то для себя решила, что бежать не буду. Ну, заберут, так заберут, значит. Вот. Но сидеть дома не могу, потому что совесть поднимает. И кажется, как это люди будут сидеть ни за что по 3-6 лет, 10. Ну, это вообще... Это просто в голове не укладывается. Ну, не знаю, может, у кого-то совесть спит и дремлет, но мне кажется, что все, у кого она есть, все выходят. Спасибо. Может, еще кто-то хочет сказать? А вы откуда? Где живете? Здесь? в этом Живу районе? здесь, в этом районе. Да. Почему пришли? Как? Откуда узнали, что здесь? И на подъезде была наклейка с объявлением, где происходит. Я уже 4 митинга пропустил, потому что не знал где. Так раньше, когда собирались на стелях, всегда приходил. Когда стали... Что бы вы хотели сказать властям? Что должны сделать сегодня власти, чтобы страну как-то успокоить? Ну, хотя бы прекратить репрессии, потому что они продолжаются. Меня вот, например, уволили за активную позицию. Бывал я тоже и на Окрестина. А второе, все-таки необходимы честные выборы. Живе! Ну вот уже, наверное, то есть з'являються наші лозунги. І вже думаю, що швидко з'явиться от уже стяг перший. Наш интервьюируемый товарищ достает. Наш делает, что они делают. Ось уже народ.
які собрався. Калі Універмаг і Беларусь в Заводському районі на злученні Партизанського проспекту і вулиці Жолновича потихоньку починає вибудовуватися у колону, яка рушить хутчэй за все у центр. Зараз ми поспробуємо ще когось записати, коли можна. Бачите, вже червоно-білі стяги на Заводському нашому районі. Скажите, можете пару слов Белсату сказать? Вот вы с палочкой, не тяжко вам на акцию? Ну, сильно мне тяжелее ощущать всю несправедливость в нашей стране, понимаете? Я стараюсь максимально очистить. Ну, на самом деле нет, не тяжело, все в порядке. Я не знаю, что сказать. А какую страну вы хотите брать? Вот какую Украину? Ну, в общем-то, ту, которая сейчас есть, только с другим правительством. А люди тут восхитительные, все в порядке. Проблема у нас только одна. И вот мы боремся против нее. Дякую велике. Скажите пару слов каналу Белсат, почему вы сегодня тут? Невозможно оставаться в стороне. Мы за честные выборы, просто честные выборы и другого президента. Скажите, вот позавчора Лукашенко там ніби про хворих клопотівся, сидів там на некой ложку. Ви вірите, що він правда взявся за проблему ковіда? Смешно. Смешно слушать. Не вірите? Нет, конечно, конечно. Я не понимаю, он что, считает всех глупыми, послушными, без своего собственного мнения? Такого не может быть. И вообще слушать это нормальному человеку уже, честно говоря, неприятно. Дякую вам велике, Жень Беларусь. А вы пару слов скажите, чему вы пришли на акцию? Я буду один у вас этим самым корреспондентом. Меня уже у Белсата сдымали, так Да? что ну, Не перший раз. скажуть, що нема з ким розмовляти. Ну ясно. Ну ясно меня зовут. Я згоден з сусідкою цілком. Особливо на больниці, так порівняйте, які кроваті стояли у італійських клініках і що тут у шостій. Это кажуть, що це ковідний відділ. Не смешили б людей. Уходит нехай. Дякую. Колонна, дійшовши до Партизанського проспекту, починає рушити в бок, з краю города, в бок Ангарську, в бок Шабанов. Ось. Покуль ніхто не ведає, куди вона рушиться, але вже напевно більше тисячі, навіть каля 2000 чоловік зібралося. Це все у нас район. І люди підходять з усіх боків, з усіх дворів, достають до червоно-білої стяги. І шестя Заводський район, шестя в Заводському районі починається. Ось хочеться зняти цю пригожу бабулю. Для червоно-білим стягом, може ми, звісно, запитаємося. Скажите, Шаровна, я Белсат, не бойтесь меня, только в очи. Скажите, чому ви тут сьогодні? Я не хочу. Добре. Я стесняюсь. Ось бачите, яка ситуація у Білорусі. Люди бояться часом показувати свій твар, часом маски допомагають ковідні, але переслід, ті суди, ті безконці гонки адамапаўцаў. Яны, конечно, крышечку стамілі людей, але стамілі фізічна, можа быць, але не моральна. Скажите пару слов Белсату, чему вы сегодня тут? Ну, свободы хотим. И верим, что мы ее добьемся. Дякую. И колонна рушить в бок Ангарской. И колонна перекручивая Партизанский проспект у районе Заводского виконкому. Ви бачите,
машины, которые проезжают, они вітають протестовщиков знаком «Віктор» так само. И колонна починает збиратися в районе Партизанского проспекта. Ще хочу сказать такую речь. Я не дарма сказал, что этот тиждень под неким знаком ковида проходит не только потому, что Лукашенко наведал 6-й шпиталь, що це починають убігати. Але так само мені здається, що влади як штучно хочуть заразити ковідом тих, хто змагається за свободу. Недавно ми з колегами були у суді, де розглядали справу так званих граффити. И судили людей, которые намалевали «Не забудем, не простим» на месте гибели Александра Райковского. И всех наведников суда поместили в одну полову только частки судебного зала, все довольно просторные частки. Але всех спихнули только потому, что они сидели. Так, Амат, все, убегаем. Все, бежать.